Медиафорум «Местные» для Коми абсолютная новинка. Пусть он и выглядит таким междусобойчиком для своих, на самом деле важен в первую очередь для всей региональной журналистики. Об этом говорили сегодня и федеральные эксперты, и представители Общественной палаты России. Свои для людей-журналисты, выражая словами Сергея Гапликова, это те, кто ходит с ними теми же дорожками, кто своим подходом и фактурой качественно отличается от заезжих блогеров-гастролеров, это те, от которых власть готова принимать критику. Я не против критики, я за конструктивную критику. И хотел бы, конечно, всех обратить внимание, что жареное, как знаете, иногда говорят, там, очень нехорошие ребята, я бы их в свою очередь тоже назвал бы нехорошим словом, но думаю, что это не место, где нужно пикировать и обмениваться соответствующими острыми выражениями, но тем не менее, знаете, уже давно people не хавает жареное. Знаете, людям надо, чтобы была конструктивная повестка, чтобы люди видели, что изменяется, какой позитивный тренд, куда мы движемся, какие результаты, в принципе, от тех заявлений, тех наших проектов, которые мы с вами озвучиваем. И, конечно, от этого будет зависеть в целом настрой. Региональная повестка – это мы, местные. И вот взять, например, федеральная повестка – это указ президента последний. Там 12 задач, 12 программ. Требуется для их выполнения 8 триллионов. Где их взять? Только через развитие экономики. Вот развитие экономики выше мировых уровней, тогда мы получим эти деньги и сможем их осуществить. Вот как раз повестка региональных местных СМИ, что климат у нас инвестиционный хороший, пропагандировать его, чтобы сюда инвестор пришел через это развитие экономики. У федеральных масс-медиа собственная внутримкадовская атмосфера. Они не всегда угадывают то, что интересно жителям регионов. Местные же СМИ намного ближе к обычным людям. Это у них народные рейтинги выше Москвы, это им сегодня доступна обратная связь, это про них говорят свои. Когда житель какой-то небольшой деревни может дозвониться в эфир главе региона, какому-то министру или просто в ту или иную профильную программу рассказать о своей беде, проблеме, о своей радости, это мощнейшее вообще преимущество наше, потому что я сам много лет занимаюсь региональными СМИ перед нашими условно большими, как-то большими в кавычках федеральными братьями. Потому что жизнь внутри Садового кольца, она строится совершенно по другим законам. Нам там обсуждают, кто какое нижнее белье у тех или иных условных звезд. Это людям, живущим в глубинке, вообще не интересно. Это абсолютно никак не связано с их реальными проблемами, с поликлиникой, со строительством дороги, с будущим их детей. Александр Малькевич, один из успешных в прошлом журналистов, сегодня ключевой для СМИ игрок на поле Общественной палаты России. У многих региональных СМИ проблемы схожи, говорит он, и Общественная палата намерена их устранить. Например, включить журналистов районок в майские указы президента. Зарплаты на местах сегодня, конечно, совсем не годятся. Или уравнять ответственность блогеров и печатных изданий. Вседозволенность в сети интернет должна быть пресечена, вот только это не должно выглядеть как цензура. У нас постоянно идет дискуссия, нужна ли цензура или нет. Да? Конечно, мы говорим о том, что цензура не нужна. Но согласитесь, нормы в обществе общие для всех. Касается это СМИ, касается это школы, касается это семьи. Они должны быть. И с тем, чтобы эти нормы выдерживались, для начала эти проблемы нужно поднимать, во-первых. И второе, для того, чтобы, может быть, не принимать каких-то таких решений. Это действительно очень опасная грань, перешагнув которую можно свалиться к цензуре. Когда, мне кажется, таким самоограничением может стать само профессиональное сообщество журналистов. Главный посыл Общественной палаты – позитивных акцентов в материалах региональных журналистов должно стать больше. Достойные люди, прекрасная история, традиции. В любом регионе всего этого предостаточно. Надо только задать правильные категории поиска. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.